Трехмерное мироздание Воланхо можно истолковать и как духовное искание главного героя, поиск истины в себе и обретение себя. Герой путешествует в самом себе, борется со своими демонами, затем находит гармонию в себе, обуздав свою негативную сторону, духовно переродившись, постигает суть бытия. Главный герой Ланхо, низвергнув своих внутренних демонов, приняв свою человеческую суть, постигает высшую духовность, которую должен познать лишь через смерть физического тела. Затем богатырь Аи заново воскресает, возвращается в свой мир, то есть в себя, гармонично сочетая в себе крупицы обоих миров, верхнего и нижнего, ибо земное бытие есть гармоничное сочетание доброго и злого начала. С этой точки зрения трехмерное мироздание можно истолковать в соответствии с духовным ростом личности. Верхний мир – наивысшая вселенская энергия. Это мир Ар-Аи. Ар-Аи – великая созидательная сила Вселенной. Это высшая ступень мироздания. А в самой человеческой сути верхний мир представляет сверхсознание и высшую ступень духовного развития. Срединный мир – живая космическая позитивная энергия. Это мир доброй земной энергии. В плане человеческой личности это сознание, делающее человека разумным. Обретая его, человек становится на путь духовного роста. Энергия с более низкой вибрацией – это есть нижний мир. Это подсознание в человеческой сути, подвергающее сомнению все помыслы человека. Это неверие в свои силы, своей исключительности и избранности. Это неприятие безграничной любви, дарованной Вселенной. Все эти три мира соединяет в единое целое мифическое священное древо, сакральный символ, соединяющий противоположные миры. Это и есть великий символ грань. Пока не стерта грань, хаос не наступит. В этом разделении мироздания также заключено философское видение добра и зла, а именно более упрощенное для понимания людей описание действий созидательных и разрушительных сил Вселенной. Чаще всего в Воланхо герой не уничтожает силы зла, а только не извергает их в преисподнюю. Устанавливается перемирие между добром и злом. Это и есть глубинное и философское видение традиционных понятий борьбы добра и зла. Эти понятия хоть противопоставлены Воланхо, но они гармонично сосуществуют. Они есть изначально. Таков закон миростройства. Темное и светлое смешивается только в человеческом существе, но человек должен выбрать светлую сторону путем борьбы с самим собой. Первой крупной работой, посвященной Ланхо, явился труд Платона Юнского «Якутская сказка о Ланхо, ее сюжет и содержание», написанное в 1927 году. Платон Алексеевич склонен был рассматривать Ланхо как историко-этнографический источник. Все три яруса мироздания Воланхо Юнский в своих трудах порой рассматривает как географическое расположение. Верхний мир писатель считает прародиной Саха, это Малая Азия. Средний мир Ланхо – вторая родина якутов, степи Прибайкалья. Нижний мир – это северные края, где вечный холод и льды – это Арктика. Такого же взгляда придерживался и фольклорист Оланховед Иргиз. Глубокий знаток Ланхо, народный писатель Якутии Дмитрий Сивцев-Сурунамаллон считал, что Ланхо для якутского народа есть энциклопедия мудрости, его искусства и поэзии. Это музей, где собран весь алмазный фонд поэтического гения этого народа, все вершины духовного и материального творения его прошлого.
В Олонхо сохранились древние обычаи, связанные с магией, проведением обрядов и культов. Все эти священнодействия связаны с древними космическими знаниями и понятием трехмерного мироздания. С жрицами, связывающими вселенские силы, изначально с древнейших времен были прекрасные девы, девы Удаганы. Эти тайные, идущие из загадочных недр веков, знания сохранились у народа Саха. В Олонхо глубинная память народа пронесла сквозь тысячелетия образ небесной белой шаманки Айи Унсурудаган. Она и есть чарующая магнетическая сила женской души. Изначально сакральные обряды, посвященные и восхваляющие белое солнце Ар-Аи, совершали девы-жрицы Удаганы. Только женская, трехмерная человеческая душа имеет связь с освящением магии живого огня, через который создается гармонизация окружающего мира. В Олонхо Меркунбатор стремительный, Платоном Авинском приведены образы небесных космических шаманов. Хюгель Джинудаган, дочь солнца Тайона, Уйбал Джинудаган, дочь луны Хатон, Айбалджин, дочь большой медведицы, Нолур, дочь Цолбон Тайона, Сеймельджин, дочь Плеяд и еще безымянная дочь звезды. Они совершают обряд очищения от скверны Нижнего мира через смерть и воскрешение. В некоторых Олонхо небесные шаманки оживляют мертвого, но оживляется лишь безбременно убитый. Удагана побеждает не смерть вообще, а индивидуальная смерть. Для этого также нужна гармония верхнего и нижнего миров. С разрешения божества смерти через небесных шаманов участвуют космические силы верхнего мира при возрождении космического посвященного богатыря Аи. Олонхо народа Саха, как и другие мифы, овеяно колдовством, мистикой и магией. Магия и мистика являются неразрывной частью эпоса. Мистика является выражением глубинных психологических переживаний человека, а магия есть форма отражения, использования непознанных, еще таинственных сил природы и особых способностей человека. И сам сказитель Олонхосо является призванным духом предков, посвященным особого уровня, как и шаман. Изучение Олонхо в эзотерическом аспекте еще предстоит.